Масtarбы, урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен сөзүмдү мындай орус тилинде айтсам, себеби көп мыйзамдын баары эң башында орусча жазылган. Поэтому разрешите высказаться несколько ключевые моменты относительно этого закона. В первую очередь, я хочу что сказать. Правильно тут сказали, за 30 лет все думают, все пытаются, как говорится, избавиться от этого закона разными предлогами. Я хочу что сказать. Первый тендер в мире проводили еще в 1854 году, когда Америка север с югом воевал, несмотря на войну, проводили тендеры. И чтоб такого не получилось, вы знаете, кому-то война, а кому-то мать родна деген. Вот с тех пор 170 лет весь мир проводит, рыночные страны проводят эти закупки государственные, потому что это деньги налогоплательщиков. И вот если мы не смогли этот закон реализовать в Кыргызстане, это виноваты только мы сами, они не доноры, не другие страны. Если мы не будем иметь этот закон, мы не войдем в ВТО. Все доноры, все международные организации отвернутся от нас. Ведь посмотрите, какая интеграция, мы еле-еле интегрируемся, и теперь пытаемся, не поняли философию этого закона. Весь мир конкурс проводит. А что мы сегодня имеем? В 2009 год я работал в этом госагентстве. Что нужно для любой системы? Госзакупки, любая экономическая система. 3 столпа нужно. Первый, нужны регуляторы, хорошие законы. Второй, нужны институциональные схемы, структуры. Третий, персонал. Мы забываем персонал. Я с академического сектора. Пока эти 3 столпа не будут идеально работать и не будут интегрированы друг с другом, никакой толку не будет. Я в этом убежден. Поэтому посмотрим, давайте, первый столб. Законодательство. Ведь хороший закон был в 2004 году, в 2015 приняли. Сейчас закон невозможно читать, уважаемые депутаты. Чтобы голословным не быть, я сразу могу обратиться к этому закону. Не знаю, Министерство юстиции здесь есть или нет. Все законы начинаются с содержания, потом преамбулы, цель, и потом статья 1, основные пункты. Что здесь пишут? Все, даже цель, давайте почитаем цель. Является повышение благосостояния нации. Зачем нам такие пафосные? И закупающая организация, окажется, благосостояние нации будут поднимать. И вот так дальше, одни пафосы, конкретики нет. Поэтому с этого надо начинать. Закон, очень много замечаний, это за один день мы не справимся. Я не хочу углубляться, но хочу высказать такие ключевые моменты. Наконец-то сейчас пытаются в новом законе вернуться методом закупок, уменьшили их. Такой важный момент был в законе, называется пороговая сумма. Пороговая сумма. Это в Европейском Союзе есть пороговая сумма. 29 стран, 25 тысяч евро до того ничего не проводит, после 25 тысяч, 140 тысяч. Один метод, большие тендеры, другой метод. У нас убрали пороговую сумму. Все беды отсюда начинаются. Пороговых сумм нет. Ключевой момент еще по структурам. Ведь хороший закон был в 2004 году, агентство в 2010 году почему расформировали? Потому что они с хорошим законом не смогли работать, его расформировали, вы прекрасно знаете об этом. И мы тогда воевали, хоть методологию оставить, 6 человек оставили в Минфине как отдел методологии, чтобы только законы и регуляторы писали, они вмешивались. И вот сегодня департамент опять превращается в такую мощную организацию, и опять в этот закон. Давайте закон менять. Законды жертвы путю. Есть такая хорошая поговорка, называется эффект обратной отдачи. Если до каком-то момента, если нельзя остановиться, толку не будет. Есть пословица даже. Много поваров суп портит. У 7 нянек дитя без глаза. Кыргыздар айтат, қой суға болса қой арамлы. Кто только не вмешивается в этот закон. В итоге, черт его, непонятно. Но я теперь хочу немножко сказать о третьем столпе. Образование, кадры. Пока образованных, очень высокообразованных специалистов не будет, толка не будет. Вот тут правильно сказали, Эльвира Сурабалдиева правильно сказала, но она не ушла.
Образованный специалист нас спасет. Если он образованный, от и до знает философию этого, саму суть государственных закупок, будет толк. А в нашем законе ничего нету. В 2004 году сертификат выдавали, краткосрочные курсы. Я открывал этот центр. А мы сегодня открыли вместе с Всемирным банком бакалавры, магистры, докторантуру. Вот их надо привлекать для этого. Дайте, пожалуйста, еще одну минуту. 10 секунд, а? И итоги. Перед законом все равны. Здесь пишите красивые слова. Беспристрастность, открытость, пафос. А дальше всех освободили. Государственные органы, администрации должны пример показывать, как надо проводить тендер, а не уходить. Из одного источника такой раздули, 3 страницы. Так все идут к тому, что бич бывает от этого закона. По строительству правильно сказали, это сложная закупка. Надо двухэтапным. И тут реформа нужна. Отдельные инструкции надо разрабатывать для строителей. Спасибо.